Потому как я отношусь к категории людей, принявших ислам. Когда мне пресса задает, как вы относитесь к другим Коранам, я сказала, я очень положительно. Чем больше будет переводов, тем больше будет разного видения. Это же очень интересно. Безусловно, Рамадан очень хорошее время для интеллектуальной работы. Я вам скажу, я никогда так много не писала, и никогда так много у меня хорошо не получалось, как во время Рамадана. Валерия Иман-Порохова, российский переводчик и мусульманский общественный деятель. Родилась 14 мая 1940 года. Получила известность как автор смыслового перевода Корана на русский язык, который выдержал 12 изданий. Валерия Михайловна была другом штаба татар. Она участвовала на встречах, посвященных вопросам ислама. Ислам – это очень бурно развивающаяся идеология, которая захватывает умы, идеология, которая обязательно стимулирует людей к получению знания, потому что огромное количество аятов заканчивается для думающих, для знающих, для владеющих информацией. Это стимул очень большой к познанию. И я думаю, что устраивать, например, один раз в 2 недели вот такие большие интересные собрания с аналитикой вот всего нового, что мы видим и слышим, с обменом то, что человек накопил, предположим, за 2 недели и так далее, это было очень хорошо. Своим поэтическим переводом и комментариями Валерия Иман-Михайловна сделала священный Коран ближе к русскоговорящим гражданам, приблизила сердца людей к пониманию и уважению веры своих соседей, исповедующих ислам, популяризировала среди народов России и других стран священный Коран. Читая Крачковского, мы не могли проникнуться в суть и красоту нашей религии. А вот труды Валерии Михайловны действительно помогли сотням тысяч и россиянам, и русскоговорящим людям обрести свой путь, свою дорогу к исламу, к Богу и в наших храмах. Мы, как молодые имамы, готовясь к проповеди, всегда выбирали, какой же перевод Корана использовать, чтобы более четко, более глубоко до сознания верующих людей донести прекрасные аяты смысла Корана. И каждый раз убеждался, что лучше, чем Валерия Михайловна, никто не справился с этой работой. В 2008 году Валерия Иман заявила: «Я счастлива, что успела стать мусульманкой». Для сохранения памяти о Валерии Михайловне предлагаем несколько ее рассуждений на важные темы. Существует вера в Бога. Существует чистая, ничем не омраченная, не отягощенная вера в Бога. Человек создал вокруг себя огромное количество институтов, которые обслуживают его нужды. Институт юриспруденции, коммерции, бизнеса, институт медицинский, просветительный и так далее. И человек подумал, он сделал страшно хитроумный ход. А почему ему не создать институт, который будет обслуживать его веру? И человек создал институт церкви. Это не мои слова, к сожалению, об этом сказал первый Вольфганг фон Гёте, немец, крупнейший немецкий философ. Вы знаете, кто такой был Гёте? Это уникальный совершенно ученый был 18 века. Об этом сказал Лев Николаевич Толстой. То есть человек создал институт веры, который существует как бизнес-устройство веры. Человек приходит, платит определенную мзду, исповедуется и уходит, как говорится, ангелом. Вот в исламе этого нет. Ислам – это не институт, это не структура веры. Это вера чистая, как таковая, не отягощенная никаким вмешательством человеческих эмоций. Это очень важно понять. Ислам – это чистая вера в Бога. Татары-мусульмане, во-первых, чем они отличаются от других? Они высокообразованы. Это я вам скажу откровенно. Они высокообразованы, они красивы, они со вкусом одеты, они исповедуют очень, не хочется выбирать слово «грамотный ислам», но они исповедуют ислам вот в том виде, в котором я
его исповедую. Понимаете? То есть это с опорой на текст. Понимаете? Они, конечно, умнички. Нравятся мне татары. Мне нравятся казанские татары. А какие роскошные татары в Уфе. Но я не разделяю башкирии татары, я имею в виду мусульмане. Я в Уфу ездила по приглашению Академии наук. РАН. Они филиал Московской академии наук. Какие образованные, какие умнички. Коран. Вот насчет Корана в этом. Сейчас мне говорят, Михаил принес вчера эту книгу. Здесь сидит у нас династия Марджани. Это уникальный человек, он был у меня больше, чем, наверное, 20 лет назад дома. Мы с ним разговаривали, он как раз собирал архивы по своей династии Марджани. Вот мне принесли книгу «Коран», перевод с арабского, конечно. И здесь написано очень интересная вещь. Здесь написано, что перевод сделала, я никогда его не слышала, я считаю, что это серьезно, как ее фамилия. Шитфар. В.В. Шитфар. Вот она напечатала ее издательский дом Марджани. Принципиально важно. Пишут, посмотрите, они пишут Бетси Ширфарт. Бетси Ширфарт. Ну, я, конечно, в энциклопедию полезла. И что я нахожу? Что это Берта Яковлевна Шустер. Помните Савика Шустера? Кто бы сомневался. Кто бы сомневался. Вы понимаете, и вдруг Марджани печатает этот перевод. Послушайте, там написано черным по белому. Дайте мне взять. Там написано, она переводила Коран около, нет, Сережа, около 2 лет она Коран переводила. Абдулла Юсеф Али переводил 40 лет. Крачковский академик. Уникальный арабист. Можно всю грамматику арабского изучать просто по Крачковскому. Он переводил 20 лет. Не до конца. Да. Саблуков Понимаете? то же самое. Саблуков то же самое. И вдруг женщина неизвестного происхождения, непонятно какого, написано около 2 лет. А слушайте, что дальше написано. Там достаточно много аятов не переведено и оставлены пустые места. Написано, вот здесь в Марджани написано в этой книге. Но у нее, говорит, есть сын, который эти пропуски заполнил. Он не арабист. Чем он? Вообще к Корану никакого отношения не имеет, и он, конечно, не мусульманин, так же, как она, иудей. Чем он заполнил пустые аяты? Аллах алям. И вдруг Марджани на прекрасной бумаге, на прекрасной издательской работе пишут издательский дом Марджани и издают эту книгу. Это пощечина исламу, на мой взгляд. Валерий Михайлович, Я никогда, когда мне пресса задает, как относится к другим Коранам, я сказала, я очень положительно. Чем больше будет переводов, тем больше будет разного видения. Это же очень интересно. Можно сопоставлять сразу. Но когда идет вот такая хамская работа, она переводила 2 года, пропустила много аятов. Эти аяты после ее смерти только заполнил сын. И это все сам редактор, причем он пишет это не в начале книги, а в конце, а в начале книги он дает очень хорошие отзывы. Я вам скажу откровенно, у нас Рамадан, это всегда мы ждем его с огромным нетерпением. Во-первых, почему? Целевая установка Рамадана. Когда у вас весь резерв интеллектуальный, физический, умственный, направлен на то, чтобы очиститься. Вы понимаете, 30 дней вот такого сдержанного режима, он всегда благоприятно решает все проблемы. Вы же помните, что 1000 лет назад Пифагор принимал к себе на обучение мальчиков, которые голодали 40 дней. 40 дней, не 30, а 40. Очищение. Очищение ваших мыслей, очищение вашей души, вашего сердца и так далее. Поэтому я всегда жду Рамадан
с очень большим вот внутренним каким-то драйвом, таким вот этим словом, может быть, которое сейчас не очень, вот придет Рамадан, и я смогу выложиться по полной программе. Потому как я отношусь к категории людей, принявших ислам. А люди, которые принимают ислам, это не этнические мусульмане, которые считают все без, как вам сказать, без такого аналитического вмешательства. Ну, он знает, мусульмане, вот этого делать нельзя, вот этого тоже нельзя, а это хорошо и так далее. Поэтому я не буду об этом говорить, что хорошо, что плохо, вы это все прекрасно знаете. Я хочу изложить свой подход к исламу. Он немножко отличается. Во-первых, я делю весь мир не на религии. Я категорически выступаю против религиозного значения слова «религия». Религия – это никакого отношения не имеет к вере в Бога, а ислам – это чистое, не отягощенное никакими человеческими домыслами вера в Бога. Значит, я делю мир не на религиозные христиане, мусульмане, идеи, а исключительно на одному признаку. Люди делятся на верующих и неверующих. Пожелание молодежи, безусловно, человек не может не изучать Господне Слово. Вы понимаете, здесь я не делю христиане, иудеи, мусульмане, потому что все писания посланы одной рукой, все несут закон. Закон. Вот это do's and don'ts, как говорят англичане, это можно, это нельзя. И Писание надо изучать. И когда человек изучает Писание, он определяется, вот это ему импонирует, это мое Писание. А вот это мне не интересно, потому что в нем, во-первых, неубедительно, во-вторых, нет научного фактора, в-третьих, и так далее, и так далее, и так далее. Я очень советую любому человеку, который дошел до какого-то зрелого возраста, начинать соприкасаться с Господним Словом. И я ни в коем случае не хочу говорить, что обязательно читайте Коран и принимайте Коран. Если вы будете читать Библию с очень искренним рвением, это ваши проблемы. Примете вы ее или нет, это уже ваши проблемы. Вы можете читать Библию, вы можете читать все, что послано Всевышним, потому что 5-я сура нам говорит? И это мы, кто не низвели им Тору, в которой правый путь и свет. По ней судили иудеев те пророки, что Господом всем сердцем предавались. И мы послали Иису, сына Мариам, и с ним Евангелие, в которое правый путь и свет. Вот коранический текст. Выбор Писания – это чисто интимная процедура в человеческой душе. И человек обязательно определяется. Я могу сказать, что я изучила все. Я изучила Ветхозаветное Писание, Новозаветное и кораническое. И я могу сказать, я прагматик. Я немка, во мне немецкой крови больше, чем другой. И я прагматичный. Я выбираю то Писание, которое для меня принципиально несет, первый, научный фактор, мощнейший научный фактор. Второе, вы понимаете, когда идет истина, к ней нет вопросов. Вот Коран – это то Писание, где я увидела истину, к которой у меня нет вопросов. Вот это очень важно понять. И именно ученые, скорее всего, не человек с улицы примет мой перевод Корана. Ни в коем случае. Перевод моего Корана, он снабжен высоконаучным текстом в конце книги. И примет его человек, обладающий большим образованием научным.